Добрый вечер. В эфире «Региональные вести», в студии Лариса Шамаева. В начале коротко о главном. Рука помощи. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова провел очередную благотворительную акцию. Подразделение «Побратимы». Подразделение «Побратимы» является ярким примером подлинного партнерства и сотрудничества. Делегация из Свердловской области провела уроки налоговой грамотности для старшеклассников столицы региона. От ремесла к искусству, от ученика к мастеру. Все начинается с простого наброска, который затем воплощается в полноценный рисунок. Как детская художественная школа готовит будущих профессионалов, смотрите в нашем выпуске. Великобритания дополнила санкционный список в отношении Чеченской Республики. Туда включены президент регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Аймани Несиевна и командир специального полка полиции имени Ахмата Хаджи Кадырова Замит Челаев, в связи с чем им запрещен въезд в страну и заморожены активы в случае обнаружения. Об ограничительных мерах высказался глава региона в своем телеграм-канале, назвав их абсурдными и лицемерными. Руководитель субъекта подчеркнул, что Аймани Несиевна ведет спокойную жизнь вдали от политики, помогая жертвам войн и поддерживая бедных и обездоленных по всему миру. А Замит – защитник своего народа. Наказывать его санкциями за честное исполнение долга значит демонстрировать свой страх перед сильными и принципиальными людьми, написал политик. Также Рамзан Ахматович добавил, что Запад действует из ненависти и русофобии, борясь не с врагами, а с женщинами и матерями и с теми, кто помогает обездоленным. Социальная поддержка граждан остается одним из ключевых направлений. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова продолжает работу в этом направлении. Очередная партия продуктовых наборов была передана нуждающимся семьям. Подробнее в сюжете Лейлы Муртазовой. В субъекте вновь стартовала благотворительная акция от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Пакеты с продуктовой помощью передали для каждой нуждающейся семьи. Благотворительная помощь прошла во всех районах региона. В рамках нее было роздано 41 тысяча кур, 123 тысячи буханок хлеба, 3 тонны меда, 6 тысяч упаковок молока. Подобная поддержка закрывает базовые потребности людей. الله ديل ريس خويل تان وزن ديل دال ساغي الأيماني رمزاني مسوخ يشتخوي لازم بولش ساخيل تندع ساكتين دايتن ساخيل وزن ديل. Такое внимание помогает справиться с жизненными трудностями многим семьям республики. В их число входят многодетные и родные участников специальной военной операции. Они выражают благодарность за регулярную поддержку со стороны благотворительной организации. Отметим, что такие акции в субъекте проводятся на постоянной основе. Региональные власти проявляют внимание к нуждам населения и заботятся об их благосостоянии. Лейла Муртазова, Магомед Басаев, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. Мэр Грозного провел выездную встречу с горожанами. Хасмагомед Кадыров обсудил с жителями микрорайона на улице Льва Яшина вопросы благоустройства двора. В ходе беседы были подняты проблемные вопросы, касающиеся содержания многоквартирных домов, и высказаны пожелания по обустройству тротуаров, установке скамеек и мусорных урн, а также состояние лифтового оборудования. Градоначальник отметил, что работы по обновлению дворов уже идут в рамках массовых субботников, а лифтовое хозяйство будет усиленно контролироваться. Он подчеркнул, что жильцы тоже должны бережно относиться к оборудованию. По итогам
итогам встречи мэр освободил от должности ответственного за содержание лифтов и поручил мэрии проработать все предложения жителей, взяв их на особый контроль. Знать о налогах важно. Гости из Свердловской области провели уроки финансовой грамотности для старшеклассников в столичной гимназии. Школьникам рассказали, как появились налоги и как они работают сегодня. О погружении в мир налоговой грамотности расскажет Рабиат Гайтиева. Заходите к нам снова и снова. Новейшим способом сделаем снимок портретов, групп, чертежей, визиток, почтовые карточки с видами Урала. Успевайте, осталось их мало. Историю уральских предпринимателей, сумевших построить свое дело с нуля в конце 19 века и развить свои идеи в успешные проекты, теперь вдохновляет школьников Чеченской Республики. Делегация Свердловской области в рамках проекта подразделения «Побратимы» провела уроки налоговой грамотности для старшеклассников столицы региона. Я фотограф, снимаю людей, их судьбу, их истории, взгляды, улыбки. За работу свою я налоги плачу, чтобы на пенсии быть не в убытке. Фильм «История успехов предпринимателей Урала» рассказывает о пути тех, кто начинал с мечты и достиг всего благодаря труду и вере в будущее. Представители делегации уверены, что изучать основы бизнеса и налоговой культуры необходимо уже в школе. Федеральная налоговая служба запустила масштабный проект подразделения «Побратимы». И нашим побратимом стала как раз Чеченская Республика. В рамках данного проекта сотрудники Управления Федеральной налоговой службы по Чеченской Республике в июне этого года приезжали к нам в Екатеринбург на военно-патриотическую игру «Зорница». И теперь мы приехали с ответным визитом к вам в Чеченскую Республику для того, чтобы поделиться лучшими практиками. Помимо фильма, старшеклассникам представили образовательный блок, рассказали об истории возникновения налога в мире и изменении налоговой системы на протяжении веков. Особое внимание уделили разнице между самозанятостью и индивидуальным предпринимательством, а также возможности, которые сегодня открываются перед подростками. Уже с 14-16 лет можно зарегистрировать свой бизнес и начать работать легально. Свое дело – это когда вы берете свое умение, талант и начинаете с его помощью уже создавать что-то ценное для людей, за что они готовы платить. Для многих ребят эти знания и примеры из фильма стали настоящей мотивацией. Старшеклассники отмечали, что увидели новые перспективы для себя. Слушать про налоги особенно важно, поскольку рано или поздно нам самим придется платить эти налоги, мы сами станем самозанятыми или что-то тому подобное. Также понравился фильм, который они нам показывали, как выплачивали налоги, как проводилась реклама в XIX веке. Очень интересно показалось то, что они брали не просто придуманных персонажей, а реально существовавших людей, показали нам их быт, как проходила их жизнь. А для пятиклассников встреча началась с рассказов о ветеране Великой Отечественной войны Дмитрии Николаевиче Суворове, которому в этом году исполнилось 99 лет. Детям показали фильм, созданный на основе спектакля детской театральной студии. Картина нацелена на патриотическое воспитание и сохранение памяти о великом подвиге защитников Отечества. Сегодня, 3 июля, штурмом овладели столицей Советской Белоруссии городом Минск. В Управлении Федеральной налоговой службы по Чеченской Республике подчеркивают, такие уроки расширяют кругозор молодежи и укрепляют сотрудничество между регионами. У нас есть даже отдельные программы по работе со школьниками, так и называется «Юный налогоплательщик». Мы проводим эту работу и самостоятельно в школах. Ну вот наши коллеги приехали, мы этому очень рады, и они поделились своим опытом, привезли иллюстрированные материалы, с которыми и мы будем работать в дальнейшем с нашими потенциальными налогоплательщиками, юным населением нашей республики. В знак дружбы и партнерства представители Свердловской области передали коллегам памятные книги «Самозанятый гражданин» и «История успеха предпринимателей Урала». С удовольствием вам передаем ваш музей, храните. И чтобы вот тот масштабный проект, который Федеральной налоговой службе запущен, подразделение «Побратимы», он с успехом идет сейчас во всей стране. И в 2025 году «Побратимы» – это управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области и управление по Чеченской Республике. Спасибо большое. Это Спасибо.
Проект объединяет регионы России. Такие встречи показывают, налоговая культура, патриотизм и взаимное уважение – это то, что делает нас сильнее и ближе друг к другу. Проект подразделения «Побратимы» является ярким примером подлинного партнерства и сотрудничества. Так, поддержка современной практики и улучшение внутренней коммуникации служат основой для качественного и надежного функционирования налоговых органов России. Ребят Гайтиева, Джабрал Хаджиев, Вести, Чеченская Республика. Кисть, холст и безграничная фантазия. Кажется, этого достаточно для художника. Но чтобы творить профессионально, нужны твердые знания. Именно таких, подкованных во всех отношениях юных дарований, выпускает столичная художественная школа. Турпал Тайсумов продолжит. Обучение творческому ремеслу – это благое и полезное дело. Каждый год детская художественная школа номер 1 города Грозного выпускает подкованных в этом направлении детей. Все начинается с подготовительной программы для ребят от 6 до 8 лет, а затем прием в первый класс возрастом от 10 до 14 лет. Мы следим за их путем и заранее им говорим, что если они станут хорошими специалистами и будут хорошо учиться, что они вернутся в эту школу, в родные стены уже преподавателями. И мы готовы их принять. Также хотелось бы подчеркнуть, что несколько учащихся у нас в прошлом и позапрошлом году поступили в высшие учебные заведения. Это Академия имени Косыгина, город Москва, МАРХИ, город Москва. И один мальчик у нас поступил в Академию имени Строганова. Занятия проводит компетентный персонал. Они помогают юным талантам найти себя в жизни. У каждого ученика и ученицы есть чистые холсты, на котором они набивают свои руки, оттачивая каждое движение карандашом и кисточкой. Все начинается с простого наброска, который затем воплощается в полноценный рисунок. Так начинают свой путь будущие авторы шедевров искусства. К такому пути уверенно идет Аниса Алаудинова. Ей всего 10 лет, но она уже знает цель своей жизни и чего хочет добиться, занимаясь данным направлением. Рисование – это мое хобби, и я захотела этим заниматься. Я хочу научиться и добиться лучших рисунков, чтобы их потом повесили куда-то, чтобы это висело в галереях, музеях. Я этого добиваюсь и к этому стремлюсь. Эта программа именуется живописью, а есть еще декоративно-прикладное направление. В нем дети создают не менее интересные вещи, связанные с вышиванием и вязанием. Это им помогает как-то немножечко разнообразить свои творческие способности, как-то разнообразить творческую деятельность. Это новый навык, интересный навык. То есть вот на данном уроке как раз-таки мы можем увидеть, что можно рисовать не только красками. Дети не только красками могут рисовать, но и шерстью. И это не только какие-то картины для украшения чего-то, там панно или какая-то картину можно создать, украсить комнату, но и при этом можно украсить одежду. Срок обучения составляет 5 лет. Это предпрофессиональная программа, соответствующая федеральному государственному требованию. После окончания дети смогут поступить в СУЗы и вузы для дальнейшего улучшения навыков. Турпал Тайсумов, Моусар Хаджиев и Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. С 1 августа отделение Социального фонда России по Чеченской Республике провело перерасчет накопительной пенсии и срочные выплаты. Для этого ничего оформлять не нужно, все проходит автоматически. В нынешнем году повышение оказалось заметнее, чем прежде. Средние суммы стали ощутимо больше, накопительная часть свыше 1000 рублей в месяц, а срочная выплата приблизилась к 2500. Право на такие деньги имеют люди, которые трудились в начале 2000-х, участвовали в программе самофинансирования или направили материнский капитал, пенсионные накопления. Способ получения можно выбрать единовременно, ежемесячно в течение определенного периода или пожизненно в зависимости от размера средств. Накопительные пенсии будут проиндексированы на 10,98%, срочные пенсионные выплаты на 11,32%. Для получения выплат за счет средств пенсионного накопления заявление можно подать через портал госуслуги или в личном кабинете на сайте СФР. Перерасчет накопительных пенсий и срочных пенсионных выплат касается граждан, которые ранее реализовали право на использование средств пенсионных накоплений и выбрали именно этот вид выплат, то есть накопительные пенсии либо срочные пенсионные выплаты.
В столице республики состоялся турнир по дзюдо спорту глухих среди спортсменов с нарушением слуха. Соревнования приурочены ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. На татами вышли десятки участников из разных районов республики. Турнир не только способствует развитию инклюзивного спорта, но и напоминает о важности единства, взаимопомощи и поддержки друг друга. Победители и призеры получили заслуженные награды, а зрители отметили высокий уровень мастерства спортсменов. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева. До новых встреч в эфире.